Время 4 часа 45 минут. 4:30 будильник ставил. 15 минут там валялся, не мог встать. Сегодня как хорошо я спал. Ни разу не вставал. Печка, как ни странно, вот дрова до утра там были. И не жарко было, как-то вот температура хорошая была. На улицу я еще не выходил. Хочу сегодня с утра кашу попробовать. Хоть немножко сварю кашу и на завтрак. Получится, не получится, посмотрим. Такие овсяные хлопья. Три ложки, наверное, хватит. Пускай 4 будет. Залью водой и отварю сперва на воде, потом молоко добавлю. Или сразу на молоко добавить. Не, сперва на воде отварю, потом добавлю молоко. Так, наверное, лучше будет. Вот, на завтрак, короче, каша будет. Ну и на улице будете посмотреть. Что-то очень здорово. Вот такое утро. 11 октября. Аккумулятор заряжается там. В печку сухие дрова закинул, чтобы чайник закипел и кашу отварить. Каша уже кипит. Добавил молоко. Вот. На молоке. Вообще здорово. На улице такая прохлада. Пока штиль. Ветра нету. И между прочим, ветер-то поменялся. Ой, блядь, фонарик что-то вот автоматом, в общем, энергосберегающий автоматом включается. Но одним словом, чисто южный ветер идет. С юга. Резко все поменялось. Ну хорошо, что дождя нет. Сейчас посветлеет. Светлее станет, больше буду снимать. Сейчас пока темно. Ну нормально, вот 4 ложки, ребят, целая тарелка получилась. Больше и не надо, меньше тоже нормально. Так, 4 самые как раз. И вон, самое это, вот как-то угадал с пропорцией. В общем, завтракаю. Так, по утрам буду варить, чтобы молоко не пропало. На обед, ужин, получается суп или еще что-то можно, а на завтрак вот такую кашу. И соль как раз. Очень вкусно. Кусок колбасы еще порезал. Сегодня с собой тоже колбасу возьму. Хлеб, конфеты. На целый день пойдем. Будем бродить. Погода вроде нормально. Не знаю, изменится или нет. Сходим на сосновый лес к старым вырубкам. Фотоловушку сегодня туда тоже поставлю. Хочется там на фотоловушку, чтобы кто-то попал. Ну и сейчас пока темно. Самое то, еще мне где-то полчаса и рассветет. Уже с рассветом сегодня даже поедем на лодке. Потому что пешком просто далеко. Я бывало хожу тоже пешком туда, но лучше по возможности на лодке. Далековато.
Ладно, ребят, я завтракаю. Вот такой завтрак у меня. Радио еще не включал. Далее до конца часа предлагаем запись этой программы. Восточная шкатулка. Головна визвольна рада почала співпрацювати з американськими спецслужбами. За 10 місяців фахівці. Сейчас в той стороне, за рекой примерно, какой-то лай кратковременный. Ав, ав. Потом тишина и опять. Ав, ав. Интересно. Интересно то, что вот я своими глазами не видел, не слышал. Своими глазами не видел, не слышал, как лает лиса, волк лает или нет. Вот сейчас перестал. Примерно с десяток раз, наверное, там. Я выходил, там посуду вынес. Видеокамеры с собой не было. Просто тут охотников нету, и с утра по темноте. Это... Ну, сегодня мы там будем, ребят. Если собака, он возле реки. Если нет, значит, это какой-то зверек. Или лиса, или волк. Ну, волк я не знаю, как. Волк должен выть. А лиса вроде слышал, что-то там тоже лает. И такой грубоватый, как будто голос не пискливый. Не знаю, ребят. Сразу от за камерой не зашел, я прислушивался долго. Начинает расцветать. Ладно, надо собираться уже. Время быстро летит. 5 часов 45 минут. Сегодня пораньше собрался. Да, это ладно. Сейчас сперва к речке пойдем. Кто там, интересно, лаял? У меня подозрение на лису. Собака так не должна лаять. Так, вроде все хорошо. Рюкзак взяли. Ну все, пошли. Рядом. Погода вообще идеальная. Тишина. Полный штиль. Самое главное, чтобы дождя не было. Оделся по-теплому. На лодке идти. А, еще надо было одну штуку взять. Забыл. Наколенник. Холодно без наколенника. Вот это хреново. Забыл. Ну, хоть немножко вода поднимается. Где-то получается где-то 6 сантиметров за 3 дня пришло. По новому отмечу. Ну вот. Да, больше 6 даже. Чуть-чуть, но идет вверх. Ну, где-то 2 сантиметра в сутки. Где-то вот собака в той стороне лаяла. Ну, собака, волк, я не знаю. Лиса. Какой-то воу-воу. Как-то вот так, непонятно. С промежутком однотонно. Не знаю кто. Да, Тулами? Бездельник. А? Поедем? Поедем. Тут дождевая вода. Вот вчера я у реки не был. Дождь, снег был. Где-то пол лодки воды. Грею мотор. Поедем. Ой.
Примерно в этих местах лай я слышал. Вот тут. Не знаю, на кого и думать. Но это точно не собака. Если собака моторку бы услышал, сейчас подбежал бы сюда. Место встречи с медведем вот тут было. Здесь, вот тут. Тулан даже залаял. Кого-то чувствует. Сюда поставить капкан, моментально попадет к Богу. Плотина. Когда поднимался на избу на лодке, я вам говорил, что у этой плотины я остановлюсь. Ну вот. С каждым годом все выше и выше становится. Тут, наверное, целое семейство. Прям есть траву. Дяди, блин. Как они все это делают, интересно. Вон туда. Ой, скользко. Можно упасть. Смотрите, какой напор воды. И не смочит. Рябчики свистят. Но у нас сегодня будет охота на глухаря. Пойдем на сосновый лес. Лодку здесь оставим. Теплую одежду там под тентом оставил тоже. Короче, пойдем. Вот сюда бы капкан поставить, сразу попадет бобр. Пошли туда. Опа. Идти далеко нам еще. Не близко. Да, конечно, тут воду они набрали очень много уже. Плотина держит. В это озеро ручей впадает. Этот не высыхает. Не высыхает это озеро. Здесь много рябчиков, много здесь этих осин. Для бобров тоже корм. Кормовая база хорошая. Вон сваленные деревья ихние. Но тут я еще не раз буду проходить. И на рябчика еще отдельно буду охотиться. Как бы без собак и без ничего. Пешком буду сюда ходить. Сейчас у реки немножко посвистел, рябчиков манил. Откликаются на штук 4 там. Одна самка и самцы там. Самка даже немножко подлетела.
на конкуренции почувствовал. Ну, когда с самкой там начал свистеть. И все. Ни в какую не подлетают. Просто сидят. Сейчас я по этому месту, вот такое болотистое место в этом году, из-за того, что мало воды, здесь хорошо идти. Не так сыро, как бывает. По колено воды. И по времени не знаю, сколько мне идти, но километра 1,5-2. Вот такая сырость. Дальше интересно будет. Интересно, это Яголь, сосновый лес, сорный лес, старые вырубки, дорога. Знаете, ради таких мест стоит потратить время на вот это, на болото, как когда ты идешь. Что-то я сегодня в рюкзак перебор много чего взял. Но лишний груз я чувствую. Хорошо, что хотел еще, знаете, демисезонную куртку одеть. Хорошо, что я не одел. Жарко стало бы. Сейчас вот в пиджаке летнем самое то. Знаете, чуть-чуть я чувствую прохладу, но мне не холодно. Если буду мерзнуть, я ускоряюсь и станет тепло. Не, кайфово, в этом году вообще воды практически нету. Да, здорово идти. Не знаю, что нас там ожидает. Кто-то есть или нету. Косачи тоже молчат, что-то по осени слышно их. Такуют, но... Подожди. Что там за ветка в ней шевельнулась? Случайно на глаза попала. Или от какой-то птицы, или какой-то зверек там. Собака вперед ушла, а я случайно заметил ее. Недалеко сейчас схожу. Сейчас ветра нету, чтобы ветка там шатнулась так жестко. Пихтать. Так и птица она взлетела. Нету никого. Вот этот пихтач. Так может ветка сдвинуться только когда белка перепрыгивает из одного дерева на другое. Нету никого. Просто хотелось вам поснимать. Добывать-то рано. В прошлом году 15 октября куницу добывал. И то на первый сорт не пошел у меня. Что-то не понял. Что-то жестко. Жестким голосом где-то кого-то лает. Я вообще не понял.
Я думал, какого-то зверя он так лает. Жестко начал лаять и ушел. Нет, вернулся. Опять неровно лает. Все, успокоился. Сперва как-то жестко начал лаять. Дикого слышит. Вообще не понимаю. В разные стороны лает. Так, короче, ребят, выхожу. Собака там лает, но я никого не нашел. Может, запах какой-то есть у куницы или у белки. Пошли вон, Лок, туда. Лок, иди. Но точно точно не лает на одно дерево. В разные деревья лаял. Короче, оставляем. Кто-то запах оставил, сам убежал или в дупле где-то сидит, спрятался. Лай, конечно, начало такое вот. Обычно так вот лает лосей, жестко так. Вот опять учуял и опять туда пойдет. А он еще так и здесь куница живет. Он чувствует. Где-то он есть. Место для него самое хорошее. Для куницы. Но охота рано еще на них. С 15-го вроде открывают охоту. С 15 числа. Да и то. Видите, осень запоздалая. И шкурка негодная еще. Дошел до ягели. Сейчас уже будет легче ходить. Ну и в этом году, ребят, не так сыро здесь. Нормально было идти. Хорошо. Посмотрим, что здесь есть. По сосновому лесу иду уже минут 40, может и час. Ни одной единицы не взлетело. Вообще глухарей нет. Место хорошее. И самое главное, ребят, я без собаки. Не знаю, где он. Тулан еще не объявлялся. Нигде не облаивал никого. Не вижу его. Странно. О, рябчик. Меня еще настораживает сегодняшний утренний лай. Не знаю. Может, волки действительно тоже, может, они лают там. Тоже это как собаки. Может, лиса. Все еще думаю. Если почует там тулан самку волка там, ну, слух есть, что вот самки волков, они приманивают собак. Не знаю, как объявится, включусь. Но не знаю. Где собака, где дичь. И самое главное, ребят, смотрите. Вот черника. Вот черника. Даже попадается брусника. Брусника даже есть. Немножко. Для птиц достаточно. Давно уже в этих местах не было брусники.
Сейчас направляюсь в сторону вырубки. Там очень много брусника раньше бывало. Просто очень много. Вкусная брусника. Если она есть, я просто наемся. Мне хочется уже этой брусники вот именно на том месте. Ну, недалеко уже осталось. Примерно, наверное, метров 800. Ну, с километра силы. Вот так. Где собака, блин? Не знаю. Просто не могу понять. Но он далеко ходит, в принципе. Вот без навигатора тоже непонятно. Видели бы, как он подлетел. У меня камера была выключена, ребят. Вот это кадр был. На первый свисток сразу подлетел. Сейчас на выстрел, может, собака придет. Вот он. Вот он, ребят. Первая добыча сегодня. Хорошо попал. Все отлично. Вот здесь выход, он так вроде сидел. Или не помню, или так, вон так. Ну, одним словом, куда целился, туда пуля и попала. С добычей нас, ребят. Хороший трофей. Рябчик. У него уже, вот смотрите, клеш образуется. Еще немножко, и уже все, закроется лапа. Здесь видно. Вот так. Ну, с добычей. Начнем с малого, ребят. Начнем с малого. Бывает, собака где-то рядом ходишь, его не видишь ты. И при выстреле они обычно подбегают. На этот раз я не знаю, где собака. Что-то, бля, уже я нервничаю. Чтобы в течение часа не видеть. Но бывало даже и пару часов. В прошлом году по снегу, когда я еще блуждал, помните, возле ручья там потерялся я. Тогда он очень-очень долго не приходил. На 2,5 часа примерно. Не знаю. Надеюсь, придет. Ну что, первая добыча сегодня. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Дошел до вырубки. Большая надежда здесь кого-то увидеть. Старая вырубка уже зарастает тоже капитально. Да. Настроение, ребят, 0. В общем, вообще я не знаю, что думать. Собаки нету. Иду один. Блять, такой холодок по спине даже бегает. Что-то стрёмно. Не хочу об этом думать, но уже столько мыслей в голову идет, всяко разных. Боюсь того, что это волки все-таки. Если они, значит, они идут с севера на юг в сторону. Они там почувствовали запах у тулана. И с утра вот он лаял. Вот лай, интересный лай я слышал. И мы сейчас находимся от избы в стороне, ну, где-то северной стороны. Почему я так говорю? Если тулан взял след, ихний след, свежий след, то он пошел в сторону избы за ними. Если это самка там
Может, у самки там течка, ну, сами понимаете, когда течка кобель, ну, он неуправляемый. Он забывает про все, про хозяина, и что он должен быть верным хозяину, чтобы не оставить. Он оставит, и он без по барабану. Ну, я так сейчас думаю, но все так и надеюсь, что собака догонит меня. Но в это время он, 5 раз бы он ко мне уже выходил. Он уходит где-то на минут 30. Не знаю, ребят, что думать. Посмотрим. Сейчас я один здесь поброжу, там обойду эту вырубку и чай попьем. Будем надеяться, что во время чаепития уже Тулан будет с нами. Блядь. Нехорошее утро такое сегодня. Блин. Этот лай, этот подозрительный лай сегодня был. 2 раза вот так. Ав, потом промежуток, секунд 20, потом ав. Не знаю, ребят, что думать, кто был. Если собака Тулан, если пропадет, это значит волки. 100% волки. И значит, это волки тоже лают. Пипец. Ну вот. В том углу там должна быть хорошая брусника. А, нет, подожди. Вон там, возле трассы. Здесь брусника есть. В принципе, корм для птиц. Вот, смотрите. Я уже не помню, когда последний раз тут брусника была. Очень давно, ребят. И в этом году брусника есть. А вот я сколько иду, по таким хорошим местам прошел. И, знаете, ни одной глухарьки, ни одного глухаря я еще не видел. Только вот одного рябчика поманил и удалось добыть. Вот засада, блин. Начало охоты, я без собаки. Где Тулан? Тулан, ты где? Хреновое дело. Устанавливаю фотоловушку вот на этом месте. Здесь как бы песок хороший. Если вдруг глухарь подойдет. Хотя следов вообще нету их. Ну вот тут рябчик ковырялся, видно. Сейчас посмотрим. Сейчас я уже как бы остается только включить. Все, короче. Оставлю на несколько дней. Я еще сюда приду. Сейчас обошел я вырубку. Ни одного взлета. Ничего нету. Короче, пойду еще метров. Так, получается метров 400 пройду. И там попью чай. Собаки пока нету. Я не надеюсь, что он придет. Или я его увижу возле избы, или вообще не придет. Одно из двух. Надеюсь, камера передает то, что я вижу вот и чувствую. Это снег, падает снежок. Там выглядывает солнце. И такое спокойствие, погода вообще сухая. Вот именно сухая. Бывает такая слякоть, снег с дождем. А сегодня вот такой первый снежок. Ну, это второй снежок. И такой сухой, спокойный. Все больше, вон, смотрите. Каждая секунда все больше сгущается. Птиц нету, вот и болтаю. Если будут птицы, конечно, я буду идти молча. Спокойно так. Вот такие дела. Хоть это спокойствие меня радует. Очень много дятлов. Прям их десятки. Кругом стучат.